Здравствуйте, коллеги. Нас слышно, видно? Если да, поставьте плюсик в чат, пожалуйста. Ну, не знаю, что вы будете слышно, но да. Спасибо, вижу плюсик. Ждем еще кого-то или уже будем начинать? Ну, давайте мне это подожди меня раньше, да, как бы можно предварительно тоже можно раньше, может, нет? Я слушаю, что здесь там. Да, сейчас еще подключится. Ой, это было не дана, потому что было. У нас кнопочки нету еще. Или после, как удобно будет, да, напишу дальше. У нас нет. Так не нужно, да? Это уже Нет, лучше когда сейчас. что все просто в конце или во время презентации. Ну, в 12 начала, да. Как я думаю, 12 начала, сейчас туда донесут наши. Ну, в смысле, сейчас это... строимся, да, что там, да, как у нас Ну, вы же на машине, может, все равно в полной репрезентации, да? Конечно, как проехать. Я не знаю, каким удобно. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Игушева Людмила Васильевна. Я ведущий специалист отдела обработки и комплектования литературы. Сегодня мы хочу поговорить с вами. Наша тема посвящена работе над над федеральным списком экстремистской литературы в библиотеке. Да. Я надеюсь, что ваша работа с этим списком в библиотеках ведется, и я хочу вам рассказать, как она ведется в Национальной библиотеке Республики Коми. Сразу хочу напомнить, что федеральный закон Российской Федерации номер 114, да, вы его видите на презентации, гласит о том, что дает представление о том, что такое экстремистский материал, вы можете посмотреть, да, обратитесь к этому закону, пишет дальше. В 2002 году, да, вот он был, много было названий, так что он определяет, что такое экстремистский материал. Так. Ага. Так, еще раз напомню, что информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации на основании предоставления прокурора по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Я так понимаю, что вы все знаете, что документы опубликованы на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Вот вы видите на слайде адрес, куда вы можете обратиться, где опубликованы все документы. Кто работает и знает, значит, вопросов не должно быть, как с ним работать, и куда обратиться. Если нет, то можно прямо забить «Федеральный список экстремистских материалов». Вы выйдете на этот сайт и увидите все материалы, которые были опубликованы на этом сайте. Так, смотрите. В публикуемом списке названо не только само издание, его автор и издатель, но в обязательном порядке указан суд, который принял решение о признании данного материала экстремистским. Что-то далеко убежали. Вот, да? Так, хочу обратить ваше внимание, что в публикуемом списке названы не только книги, брошюры и отдельные статьи в периодических изданиях, но также там есть листовки, плакаты, интернет-сайты, а также тексты и записи песен. Если издание признано экстремистским, неважно на каком носителе оно существует. Так что в библиотеке сейчас собирают все материалы вот, на любом носителе. Так что эта информация должна быть у вас где-то прям заложена, что список, он все материалы содержит в себе, если они называются экстремистскими, считаются. Также в целях исключения возможности распространения экстремистских материалов в Национальной библиотеке велась всегда работа над с этим списком. Но сейчас мы инструкцию обновили, и она у нас так и называется. Инструкция по работе с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов. Вот вы можете видеть на экране, у нас существует, и мы с ним работаем. Мы разработали не только инструкцию, но и также у нас имеется результат сверки, фиксирующийся в журнале регистрации работы с федеральным списком. В нашей библиотеке разработаны более вот такие бланки. Можете внимательно посмотреть. В дальнейшем вы можете, конечно, взять наш бланк и, если у кого нету, работать с ним. Также на всю литературу, которая была выявлена в нашей библиотеке, составляется также и акт о наличии в библиотеке материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов. Также вы можете посмотреть. В дальнейшем также, да, вы можете скопировать, работать с ними. Если кто ведет работу, конечно, у них уже, наверное, есть свои документы. Вы продолжаете работать, и надеюсь. Угу. Так. Значит, смотрите, если мы нашли какое-либо издание, мы выполняем все наши акты, составляем, и дальше у нас встает вопрос, что делать с этими книгами, как с ними работать. Значит, решение о дальнейшем хранении материалов в фонде принимается комиссией по сохранности библиотечных фондов. Собирают сюда комиссия, куда входят фондовики, которые решают, нам исключать этот материал, или он в дальнейшем у нас соответствующей пометкой остается в библиотеке. Если материал исключается, то есть списывается из библиотеки, то у нас определяется акт по причине непрофильности составляется. Само издание
изымается из фонда отдела фондодержателя. В данном случае он или списывается по акту, или отдается в отдел основного хранения на основании акта приема передачи. В дальнейшем на всех материалах, документы, которые включены в федеральный список экстремистских материалов и входящие в состав библиотечного фонда, наклеивается ярлык с пометкой. Вот вы видите, да? Обязательно красный восклицательный знак, чтобы вы знали, что этот материал не выдается в работу. Именно восклицательный знак указывает на запрет распространения этих материалов. Также в инвентарной книге в графе «Примечание» обязательно ставится отметка. Это вы все видите в слайдах. Потом мы посмотрим. Так мы работаем в Национальной библиотеке. Дальнейшем. Хранение всех материалов, документов, включенных в федеральный список, осуществляется в нашей Национальной библиотеке отделом основного хранения фонда. Все книги должны храниться в непрозрачном шкафу с замком. Всегда возникает вопрос, если нет шкафа, нету вот такого закрытого, когда мы проводили у нас учебу, у нас сразу возникало, нету где хранить. Вы обязательно найдите место, можете сложить книжки в какую-то коробку, но обязательно убрать ее, желательно под замок, и чтобы у вас был человек, который отвечает за эти книги, чтобы ни в коем случае она у вас не попала снова в фонд. В дальнейшем мы начинаем работу с карточными каталогами. На карточках в служебном генеральном каталоге и в топографическом каталоге отдела основного хранения фондов мы ставим также отметку. Пусть мы вот аббревиатуру ставим, да? ФСМ. Чтобы в дальнейшем, работая, вы знали, что такая, если книга не списана, она у вас есть, но она не выдается, пока не будет соответствующего разрешения. Но в то же время карточки с библиографическими записями документов изымаются из печатных читательских каталогов и картотек, а также удаляются из электронного каталога. Сразу у нас возникал вопрос, как же читатель найдет эту книжку, если везде она убирается, да, из электронного каталога, с читательского. Вы не забывайте, что у нас все-таки карточка, если книгу мы не списываем, а убираем в отдел основного хранения под замок, у нас это все-таки карточка остается в генеральном каталоге. Пока нет решения о том, что книга списана, значит, карточка остается в каталоге. Как только вы решили, что книга списывается, значит, книга идет по акту списания, карточка с генерального каталога также изымается. Самое главное, не забывайте, что вы удаляете, да, еще раз повторюсь, эту карточку на книгу с читательского каталога, обязательно с электронного. Карточка остается только в генеральном алфавитном каталоге. Идет. Не листается. Ага. Если мы находим библиографическую запись на статью, содержащую экстремистский материал, периодическим изданием, в этом случае также эта запись удаляется из электронного каталога. Но в то же время
на карточке, печатной иллюстрации карточек периодических изданий ставится также отметка, да, ПСМ, аббревиатура, с указанием номера выпуска и названием статьи, содержащей экстремистский материал. Потому что издание как таковое вы выкинуть не можете, какой-то номер газеты изъять, а вот поставить отметку о том, что там материал экстремистский, вы вправе. В дальнейшем смотрим. Ладно. Значит, смотрите, также помните, что да, документы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, ни в коем случае не подлежат видам копирования и экспонирования. Вычет эмпирических изданий, сборников, где содержатся статьи и произведения, в том числе музыкальные произведения или ноты, содержащие экстремистский материал, не осуществляется. Вот это обязательно надо знать, чтобы не было никаких последствий неприятных. Так, смотрите, если вы нашли такое издание, например, допустим, книгу, и вы решили, что она у вас все-таки из фонда не будет изыматься, а останется в фонде, то вы ее убираете в шкаф. Но если пришел какой-то читатель, специалист, и говорит, что ему вот нужно издание-то посмотреть, и вы его знаете, что оно у вас есть, значит, он у вас заполняет вот такую, делает заявочку. Выдача документов осуществляется на основании заявления организации или учреждения с просьбой о допуске представителя организации к работе с материалами. Вот у нас был разработан такой бланок. Может, он у вас другой, конечно. Ну, у кого нет, можете взять у нас посмотреть. Что все, бывает, приходят специалисты, работают, пишут какие-то. Вот на основании этого заявления, вы можете его провести в отдельное помещение, выдать документ, чтобы он поработал. Но обязательно он при этом должен быть специалист, чтобы никакого ни копирования, ни сканирования, ни фотографий не было произведено. Также должно быть личное заявление от представителя о допуске к работе к материалам, включенным в федеральный список. Чтобы он прописал, для каких целей, зачем ему нужно то или другое издание. Так, да? Также опять видите, наш план разработанный над заявлением. Еще раз говорю, если у кого нет, то вполне можно брать к работе. Непосредственно выдачу и контроль над использованием документов и материалов, включенных в федеральный список, осуществляют сотрудники в нашей Национальной библиотеке отдела основного хранения фонда. Так, еще раз говорю, на основании только личного заявления. По окончанию рабочего дня документ возвращается на место постоянного хранения. То есть специалист берет это издание, также просматривает, чтобы все были, в данном случае, например, если сборник, чтобы все листы были на месте. Если это газета, значит, все тоже на месте. Все, убираем опять в шкаф, чтобы издание никуда, ни под каким предлогом из библиотеки не ушло.
Также нужно вам сказать, что в целях исключения возможности массового распространения материалов, включенных в федеральный список, ежеквартально сотрудниками отдела автоматизации электронного обслуживания осуществляется сверка электронных документов, включенных в этот список. У нас есть специалисты, которые работают непосредственно с электронными документами. Они отслеживают эти материалы, убирают их из фондов. Так что я не знаю, как у вас это происходит, кто работает с книжными, кто с электронными, но еще раз говорю, что работа должна проводиться во всех направлениях. Не только с книжными периодическими изданиями, но также с электронными документами. Об этом мы разговаривали в самом начале, что федеральный список содержит в себе не только печатные издания, но и электронные. Все носители, где находится информация. Также все результаты сверки электронных документов заполняются в бланках. Все это фиксируется в журнале регистрации. Вот это вы уже видите. Также отчетность. Значит, да? Квартал они проверили, отчитались. Смотрите, нашли, значит, записали, какие издания что. Нет, так и пишем, что отработали, не найдена подпись. Чтобы, когда к вам, мало ли, придет проверка, чтобы у вас были документации, вся в порядке. Так. Также составляется акт о наличии в библиотеках материалов, включенных в федеральный список, и акт, если это нужно, о выявлении материалов, включенных в федеральный список, национальной электронной библиотеки, и также их исключение. Это в том случае, если материалы были найдены. Также разработан документ, также вы можете воспользоваться. Следующий наш документ. Смотрите, у нас также есть акт выявления материалов, включенных в федеральный список, который осуществляется отделом автоматизации электронного обслуживания. Да? Вы, значит, эти секторы. Обязательно акт хранится в отделе в течение 3 лет. Это обязательно должно быть. Потому что мало ли какая ситуация, все люди приходят, уходят, но все акты в отделах хранятся в течение 3 лет. Так. Также и акты о наличии в библиотеке, которые определены комиссией по сохранности библиотеки, хранятся вот в отделе комплектования и каталогизации в течение 3 лет. Да? Значит, в отделе комплектования и каталогизации акты на издания печатные, а акты на электронные носители находятся у нас в отделе автоматизации электронного обслуживания. То есть за отделами, которые отвечают за эту работу. Еще раз напомню, что все акты хранятся у нас в течение 3 лет. Также поговорим о том, что заявление. Значит, у нас есть заявление с просьбой о документе, представляющем организации, и личные заявления о представителе организации тоже хранятся в течение 3 лет. У вас должны быть все документы соответствующие, кто убрал, что делали, сколько работали. Все, и если издание спрашивалось, то обязательно на каждое издание должно быть свое заявление, свой акт. И тоже в течение 3 лет. Вот теперь смотрите. Теперь я хочу рассказать
вот как грубо говоря, теоретическая часть нами пройдена. Теперь я вам хочу показать, как мы работали с фондом Национальной библиотеки. Вот смотрите. Национальный федеральный список смысловых материалов, да, он содержит около 5000 изданий. Вот. И вот мы, например, нашли. Если у вас рядом есть возможность, откройте свои, значит, АПАК, вот можно ввести такое название при книге «Сущность сионизма», автор Степин. Можно проверить, есть ли в вашем издании книги такие или нет. Издательство, видите, именно 93-й год, страница. Это, например, книга «Черная сотня» и «Красная сотня». Посмотрите. Так получилось, что в результате проверки нами были обнаружены эти книги в фонде. Да? Вот посмотрите. Значит, как я уже отметила, эти книги были изъяты. Изъятие должно быть, и комиссия должна быть создана в течение 3 рабочих дней. Вот мы эти книжки изъяли из фонда. Вы принесли к комиссии. Комиссия нам определила, что эти книги мы не списываем, мы на них ставим отметку, да, восклицательный красный знак на самой книжке, что они у нас входят в федеральный список экстремистских материалов. Так. Также на каждую книгу в отдельности нами было составлен акт. Значит, 2 книги выявлены, 2 акта. На каждую книгу в отдельности, где описывается библиографическое описание дано, стоит, из какого фонда было изъято и на основании чего. Вот одна у нас книжка была изъята с дела абонемента. Другая была у нас в отделе гуманитарных наук. Книги были изъяты и переданы в отдел основного хранения фондов Национальной библиотеки. Каждой книжке был составлен акт, и с этим актом передан в отдел основного хранения. В дальнейшем на карточке в служебном генеральном алфавитном каталоге и в топографических каталогах отдела национального хранения также были проставлена отметка, да, аббревиатура ПСМ. Если на книге мы ставим, наклеечка у нас с восклицательным красным знаком, то на карточке в правом верхнем углу у нас вот появилась такая отметка. Еще раз говорю, мы книги не списали, но мы изъяли книги из фонда, составили акты, убрали карточки с генерального каталога, с читательского алфавитного каталога, с топа каталога, все. И убрали запись, если она существует, с электронного каталога. Да. Единственное, у нас осталась карточка в генеральном каталоге с отметкой. То есть о том, что такая книга существует, она у нас только отмечается в генеральном каталоге. Так. Вот одна из главных информаций, вот за все, что вы знали. Что материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, еще раз уточняю, не подлежат распространению. Люди, лица, распространение дальнейшего лица, виновные в незаконном изготовлении, распространении и хранении с целью дальнейшего распространения указанных материалов привлекаются к административной либо уголовной ответственности. Это, наверное, надо хорошо усвоить, что все-таки
одно из главнейших. Так, также хотелось бы напомнить, что есть статья 2029 Кодекса об административных правонарушениях. Вот с ней желательно еще подробнее познакомиться, да? Что вы получаете максимально, можно получить максимальный размер штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. Либо получить срок до 15 суток. Так что все очень даже строго. Так что работа в нашей библиотеке ведется, и она всегда велась, всегда вот мы просто работали с этой литературой. Даже сейчас в условиях того, что вот переезжаем, мы все-таки работаем с литературой. Ну, изъятие у нас происходит, вот еще раз обращусь к книжкам, что они у нас были изъяты из фонда и закрыты. Так, хотелось бы, конечно, услышать, кто-то нашел у себя что-то, вот, есть ли материалы. По своей работе знаю, что вот федеральный список, сейчас мы вернемся, если вы открывали его, да, и смотрели, сейчас мы с самого начала вернемся, что пишут. Он очень большой. Уже показывайте, нет еще. Он очень большой список, он каждый день пополняется, поэтому находите время, смотрите. Если вы работали с списком, вы знаете, что весь материал, он расположен по мере того, как он был выявлен в суде. Поэтому мы находим время, и что мы копируем материалы, вот эти списки, то есть продолжаем, да, составлять. Но в дальнейшем мы еще для нашего удобства эти материалы распределяем на две группы. Смотрите, в одну группу у нас входит федеральный список экстремистской литературы. Это у нас книги, периодические издания, ноты. Другой список – это у нас чистое произведение на электронных носителях, на электронных, которые выходят в интернете. То есть списки, материалы, которые на дисках где-то вот, да, вот такой. Нам тогда удобнее работать. То есть вот со списком с нотными изданиями у нас работает отдел по искусству. Вот они, у них есть своя картотека, они проверяют там. Если в нашем издании, в библиотеке такие издания нет, мы работаем с книгами. Конечно, во-первых, эта работа у нас происходит на самом первоначально. Только это мы работаем с списком, происходит, который у нас в библиотеке. Но не забывайте, что вы также получаете новые издания. Значит, вы эти полученные новые издания или купленные вам, или принесенные или в дар, которые вы ставите на учет, в первую очередь вы проверяете этот список, чтобы в дальнейшем не было никаких казусов, чтобы не пришлось вам в дальнейшем составлять акты, смотреть, почему вы пропустили, думать, куда, собирать, что делать с самой литературой. Эти вопросы, они все равно будут возникать во время работы, как вот только нашлось. Поэтому каждый, конечно, для себя решает, литература, она уходит из вашего фонда или она остается. Вот. Поэтому собирается комиссия и все решает. Это не решает один человек. Понравился мне издание, там собирается комиссия. Самое главное, да, составляем все материалы. На каждый, еще раз напоминаю, на каждый документ у нас составляется акт. На каждый. Значит, работы очень много. Особенно с последними событиями. Такой литературы появляется очень много. Очень много, особенно в электронных изданиях. Очень много в интернет-ресурсах, периодических изданиях. Поэтому надо быть очень внимательным к рассмотрению. Работа очень большая.
Если есть возможность, конечно, подключайте не одного, а двух человек. Потому что если вы не работали, ну хотя я думаю, что все вели эту работу, то не поздно ее начать и, скорее всего, не запускать. Конечно, я бы теперь хотела, если есть вопросы, потому что когда мы проводили тоже учебу, знакомили, так как мы обновили все эти документы, знакомились с работниками социальной библиотеки, вопросов было очень много. Да? Вопросы в эту игру были такие. Как составляется акт? Кто его составляет? Вот составляет отдел комплектования, потому что мы выявили, мы заполняем, приносим и уже знакомы с делом. А отделы должны только эту литературу обязательно взять. Были вопросы, как хранить. Вот если, да, ну вот у нас были, я говорю, у нас эта работа ведется, поэтому у нас были вопросы, как доходить вот эти, какие самой книги рисовать. Или просто вклейка была. Потому что в дальнейшем вы увидите, что многие книги, вот они сейчас читаются экстремистскими, через какое-то время оно все-таки возвращается в то, что вот, ну, прошло время, видимо, не увидели вот больше что-то, что подлежит экстремизму. Так что, ну, наверное, вот так. Конечно, еще раз говорю, что посмотрите, всем можно указы, приказы, эти акты, все можно скопировать, посмотреть. И если вы работали со своими, то продолжать так же. Ну, вот у меня, наверное, все. Если, конечно, у кого-то были бы вопросы, очень было бы хорошо сразу ответить. Может, мы что-то не знаем, что-то есть, да. Может быть, вопросы возникнут в дальнейшем, конечно, во время этой работы. Потому что, еще раз говорю, список очень большой. Вот мы в течение 3 месяцев просматриваем, стараемся это квартал, да, и пишем обязательно. Нашли вы, не нашли, мы обязательно заполняем акт. Мы говорим, что этим, что мы работаем с этим материалом, у нас это все есть. Работа ведется. Так что хотелось бы, конечно, узнать, как работа ведется у вас. Может, вам нужна какая-то помощь как-то вот. Да. Я говорю, хотя бы посмотрите вот по тем изданиям, что я вам показала. Мгм. Нет, да, наверное, потом, да? Да. Или еще что-то там посмотрим. Ну все, да. Все, большое спасибо. Будут какие-то вопросы, значит, мы ждем обратной связи, можете писать. Что-то, если кому-то непонятно, мы еще раз готовы с вами посотрудничать. Да? Да. Большое спасибо. До свидания.